большую часть своей жизни я проработала в роддоме. Вот сначала в районе работала, а потом в городском роддоме работала, значит, вот, и, значит, работала в перинатальном центре, значит, нашего национального центра медицины. Работаю и продолжаю работать. И поэтому очень часто я общаюсь с женщинами. И вот сегодня я хотела бы свою лекцию посвятить именно вопросам, значит, женского здоровья. Почему? Потому что, как работающий, практикующий врач-акушер-гинеколог, я поняла, что, оказывается, есть несколько моментов, о которых, вот несколько простых моментов, о которых не знает женщина. Те моменты, которые помогут женщине сохранить ее женское здоровье, вот, сделать так, чтобы у нее была счастливая, благополучная семья, и, конечно, чтобы она могла, значит, родить детей столько, сколько она хочет. Женское здоровье, что это такое? Ну вот женское здоровье нам, значит, ну я обычно, когда читаю лекции, я студентам говорю, что это закладывается еще в утробе матери. Да? Ну по-простому, если сказать, когда 9 месяцев женщина ходит в беременность, все это закладывается именно в эти 9 месяцев. А сейчас, значит, вот, ну, по истечении вот 30 лет, что у меня было посвящено, значит, моей специальности, работе в роддоме, я поняла, оказывается, даже не 9 месяцев, да, ответственны за наше здоровье. То есть не тогда, когда ребенок находится в утробе матери, а задолго до того, как наступит эта беременность. То есть как, с каким здоровьем, с качеством здоровья подойдет женщина к этой беременности и мужчина. Потому что, конечно, значит, у нас в оплодотворении играют роль две клетки. Это женская клетка, да, яйцеклетка, и мужская клетка, сперматозоид. И при слиянии этих двух клеток образуется новая жизнь. И, конечно, от качества здоровья будущей мамы и будущего ребенка имеет, значит, значение вот именно значение будущего здоровья девочки, которая находится в данный момент и развивается в полости матки у женщины. И вот именно эти 9 месяцев имеют очень большое значение. И вот женщина, когда приходит вставать на учет, на диспансерный учет по беременности, обычно она вот, ну, счастливая, значит, положительным тестом на беременность приходит к врачу-акушер-гинекологу и встает на диспансерный учет. А вот вы, если заметили и, значит, ну, почувствовали, значит, вот мое как бы отношение, что по идее женщина, молодая девушка должна прийти к врачу-акушер-гинекологу до положительного теста беременности, то есть тогда, когда она еще только-только планирует стать мамой. Вот это было бы очень здорово. Оказывается, это вот именно то, что мы сейчас пропагандируем, чтобы девочка пришла на прием к врачу, акушер-гинекологу, ну, в лучшем случае, конечно, за год до наступления беременности, вот, а так, ну, конечно, за 6 месяцев. За 6 месяцев, во-первых, оценить свое здоровье, вот, спланировать беременность. Оказывается, есть и такие возможности, что мы можем спланировать свою беременность, чтобы это, конечно, когда случайная радость, это очень хорошо, но когда она запланированная, когда она выношенная, вот, вдвоем, значит, со своим партнером, я думаю, это, конечно, намного бывает полезнее. То есть девочка должна прийти на прием к врачу-акушер-гинекологу в период тогда, когда она только планирует, значит, родить ребенка. А потом уже в 9 месяцев, чем раньше, значит, она встанет на диспансерный учет по беременности, рекомендуется до 12 недель. Почему именно до 12 недель? Это первые 3 месяца беременности. Потому что именно в этот период происходит органогенез у ребеночка. То есть все органы и системы, они как бы начинают вот организовываться. Это органы сердца, легкие, значит, почки, все органы. И в это именно вот в первые 3 месяца. А в эти 3 месяца не каждая женщина знает, что она беременная. Именно в эти месяцы мы, врачи любой специальности, мы знаем, что любые лекарственные препараты в этот период противопоказаны. А девушка, если она не встала на диспансерный учет, она может об этом не знать и принимать, ну вот заболела, например, простыла и начинает прием каких-то лекарственных препаратов. А это может сказаться на будущих органах вот зреющего и растущего плода в полости матки. Это самый основной период, первые 3 месяца. Поэтому первые 3 месяца лучше быть под присмотром врача-акушер-гинеколога. И в 12 недель у нас проводится первый ультразвуковой скрининг. Что такое ультразвуковой скрининг? Ну, мы видим ребенка при помощи ультразвукового аппарата. Вот я даже, ну, по-теоретически это еще плод называется, видите? А я его уже называю ребенком. Почему? Потому что он настоящий ребенок.
у него головка, у него уже ручки, у него сердце бьется уже. Вот, и он даже в этот период может, у него сосательные движения могут быть, например, да, то есть он ручку сосет, например, да, то есть и у него гримасы есть, гримасы боли, гримасы радости, и это все отражено у нас уже не только на ультразвуковом аппарате, но и при помощи эндоскопии, то есть внутриутробно мы можем видеть развитие ребенка. Ну а потом идут уже 4-й, 5-й, 6-й месяц, это 2-й триместр беременности. Это самое основное для дифференцировки всех органов. Не зря я сказала дифференцировка. Значит, это значит у нас система сердечно-сосудистая система, легочная система. И самое главное, конечно, это пол ребенка. Пол ребенка. А вот, то есть здесь в данный момент, если будут какие-то, значит, отягчающие факторы, то, возможно, значит, неправильная дифференцировка этих органов. Ну и потом последние 3 месяца – это подготовка к родам. Ну, что такое роды? Роды, значит, это рождение плода, рождение ребенка по истечении 9 месяцев. Вот. Ну и женщины, конечно, не знаем. Мы боимся чего? Мы боимся того, чего мы не знаем. Если бы мы знали, как проходят роды, вот я посвятила всю свою жизнь родам, да, и я знаю, как рождается ребенок, и я радуюсь, когда начинаются роды у женщины, да, когда у нее начинаются схватки. Я знаю, что это довольно длительный промежуток времени, но он необходимый для того, чтобы раскрылась шейка-матка. И если женщина прошла психопрофилактическую подготовку к родам, если она знает, что у нее происходит в организме, что в этот период происходит раскрытие шейки матки, да, и скоро шейка матки откроется до 10 сантиметров, и начнутся роды, да, то есть не перенеся первого периода родов, этого болезненного периода схваток, не будет, конечно, рождения ребенка. А потом второй период это изгнание плода, когда, значит, женщина тужится, рожает ребенка, ей помогает в этом акушерка. Раньше, вот помните, мы всегда, родильный дом был как бы такое закрытое учреждение, да, ведь, и никого туда не пускали. Угу. Ни родственников, ни тем более ни мужа, никого не пускали, да. А сейчас это у нас совершенно вот на 90, даже на 180 градусов мы полностью поменяли свою, значит, тактику ведения родов. У нас сейчас идет партнерские роды, совместные роды. В каком плане? Женщина может пригласить маму, может пригласить свою сестру, может пригласить, значит, того человека, который близок ей, ну и в первую очередь, конечно, это супруг. И супруг участвует в первом периоде, и во втором периоде, и в третьем периоде родов. Это очень здорово, и я думаю, это очень правильно. В каком смысле? Ну, во-первых, у отца проявляется раньше отцовское чувство, вот, и женщина чувствует, значит, радость от того, что рядом не чужие люди в белых халатах, а рядом находится человек, который ее родной человек, близкий человек, да, отец ребенка, которого она рожает. И, конечно, в этот период, когда рядом находится близкий человек, женщина лучше переносит весь этот болезненный период. Вот. И, конечно, второй период родов, когда рядом, значит, муж, когда он подбадривает ее и просит, значит, еще потушься, посильнее, сейчас родится наш ребенок. А вот, и потом радость того, что увидели ребенка, да. И вы бы видели, наверное, счастливые лица молодых мам, когда им показывают этого ребенка, а писать радость отца, что он это пережил, вот, и что он увидел. Первый увидел он ребенка, для него это имеет очень большое значение. Вы знаете, что у мужчин, конечно, лидерские качества очень выраженные, вот, и он в последующем будет говорить: я первый. Даже до мамы он увидел, как начинает рождаться ребенок, то есть вот, как проходят эти роды. Вот, ну и в последующем они находятся вместе, мама с ребенком. Ну, это вот такой считается стрессовый фактор родов. Вот. И если рядом находится, значит, родной человек, то это все проходит, конечно, намного мягче и намного, значит, для женщины более приятнее, комфортнее. Вот. Ну а в послеродовом периоде женщина постоянно находится с ребенком. Потом наступает послеродовый период. И я вот, когда делала анонс лекции, я говорила о том, что женщина должна быть готова к родам. И говорила о том, что есть оптимальный период между родами. Женщина после родов должна восстановиться. И в этом должен помочь ей супруг. Да, в каком плане? Ей тяжело.
она перенесла очень тяжелую физическую нагрузку. Вот, она родила ребенка, она кормит ребенка грудью, практически всю себя она дает этому ребенку. И если в этом ей помогает, значит, муж, отец ребенка, то это, конечно, очень здорово. Вот. А в этот период в организме женщины происходят, значит, обратные процессы. То есть все происходит так, как у нее было до наступления этой беременности. Это в течение года после родов. Вот. А некоторые девушки, значит, прекращают кормить грудью, значит, учатся, значит, работа, вот, и у них начинается менструальный цикл, и наступает следующая беременность по истечении нескольких месяцев после первых родов. Это неправильно, конечно. Организм еще не отдохнул у женщины. И это, конечно, очень накладывает наибольший отпечаток на женский организм. Самый оптимальный возраст и период между родами – это минимум 2 года. То есть вот год у нее все приходит в норму, а 1 год она восстанавливается. Полностью восстанавливается после лактации женщина. А мы рекомендуем кормить грудью в течение года. И пока женщина кормит грудью, у нее отсутствует менструальный цикл. То есть у нее наступает физиологическая контрацепция. Нет менструаций, она, соответственно, не наступает беременность. Мы сейчас, врачи-акушер-гинекологи, к нам женщины чаще обращаются с болезненными менструациями, с обильными менструациями приходят к нам. И когда я была маленькая, я обратилась к своей бабушке. Я уже студенткой была, на 4 курсе мы проходили акушерство. И я у бабушки спросила: бабушка, а как вы справлялись с менструациями? Да, раньше-то и прокладок не было, тампоксов не было, да, тампонов не было. Как вы справлялись? А бабушка так на меня посмотрела, так долго-долго, и потом говорит: а знаешь, у меня-то почти менструации-то не было, да? Потому что наши бабушки рожали, да, очень много раз, и кормили грудью до 2 лет, минимум до 2 лет. То есть практически она была всегда в состоянии отсутствия менструации. Во время беременности нет менструации, кормит грудью, нет менструации. А потом, значит, как заканчивает, к 2 годам кормить ребенка, и у нее восстанавливается нормальный менструальный цикл, и сразу наступает следующая беременность. Но 2 года прошло. То есть оптимальный период, вот наши бабушки, они очень хорошо выдерживали. И самое главное, я хочу сказать, что во время беременности, почему я люблю беременных женщин, почему я люблю роды, во время беременности женский организм отдыхает от менструации. А что такое менструация? Менструация – это дисквамация, это отторжение функционального слоя эндометрия. Это раневая поверхность, да, каждый раз. Вот. И, конечно, в этот период мы здесь присутствуют молодые люди. Я очень рада, что пришли молодые люди на лекции. Я хочу сказать, что у женщин у нас есть определенные периоды, когда у нас меняется настроение, когда мы бываем разными, да. Это все зависит, оказывается, от нашего менструального цикла, да. Вот. И вот перед месячными, да, вот у женщины несколько бывает нервозность. Это даже есть такое название, да, предменструальный синдром. То есть это вот синдром, он имеет определенное, значит, вот такое врачебное название, то есть определенную кодировку, нозологическую кодировку данного заболевания. Вот. Но оно даже в структуру, когда оно выражено, более выражено, и женщина, значит, чувствует себя не очень комфортно в этот период, она должна обращаться к врачу. Вот. И во время менструации, когда образуется раневая поверхность полости матки, мы женщине категорически не разрешаем вести половую жизнь. Да, нельзя. Почему? Потому что ощелачивается влагалище, отделяемое кровью, да, вот, и все бактерии, которые находятся в нижнем половом тракте женщины, они могут подняться в полость матки и вызвать воспалительный процесс матки и, значит, маточных труб и яичников. Поэтому в период менструации мы ограничиваем физические нагрузки обязательно, да, ведем обычную. Женщина не должна выходить из строя в этот период, если у нее нормальный менструальный цикл и не болезненные менструации. Вот. И в этот период, значит, она просто несколько ограничивает свои физические нагрузки и ограничивает свою половую жизнь. А в середине менструального цикла, менструальный цикл, запомните, пожалуйста, и мужчины, и женщины, это нам надо обязательно, начинается с 1-го дня менструации. Вот менструация началась, у вашей партнерши, у женщины началась, это 1-й день менструального цикла. Он входит у нас, значит, в менструальный цикл. И овуляция обычно
происходит овуляция, это выход яйцеклетки. Женщина становится способной к беременности, да, на 14-й день менструального цикла. Вот на этом методе у нас, значит, основан физиологический метод контрацепции. То есть тогда, когда мы не обязательно будем пить контрацептивные таблетки, одевать, значит, презервативы, механические методы контрацепции, а именно физиологический метод контрацепции. То есть на 14-й день происходит овуляция. Но у женщин разные циклы бывают. Самый идеальный цикл 28 дней, может быть покороче до 21 дня, может быть подлиннее до 35 дней. Это норма. И менструация должна укладываться от 3 до 7 дней. Сама менструация. Она должна быть умеренные, боли ноющие могут быть, которые не требуют приема анальгетиков. Это норма. Если сильные боли и женщина требует, значит, прием обезболивающих препаратов, это уже, значит, звонок к тому, чтобы обратиться к врачу, акушер-гинекологу. И зная, значит, свой менструальный цикл, вы можете нормально построить свои отношения с супругой или с мужем, например, да. Если вы хотите забеременеть, вы будете жить в середине менструального цикла, то есть где-то близко к 14 дню. Если вы пока не планируете ребенка, да, то в эти дни лучше не жить половой жизнью или дополнительно, значит, применять механические методы контрацепции. Но эффективность их, значит, в том числе и презерватива, она не такая высокая, в пределах, чуть 85% всего. То есть 15% того, что может наступить случайная беременность. А женщина, если знает хорошо свой менструальный цикл, абсолютно стерильные дни, то есть тогда, когда она не забеременеет, это неделя до ожидаемой менструации. То есть яйцеклетка уже, значит, в брюшной полости овулировала, она была, и она живет всего 24 часа в брюшной полости у женщины. И, соответственно, за неделю до менструации этой яйцеклетки ее уже нету. И вы можете спокойно, очень счастливо, свободно, непринужденно, не одевая никаких механических методов контрацепции, заниматься, значит, отношениями со своим любимым. Да? Понятно? За неделю до ожидаемой менструации. Это при регулярных менструациях. Но это при постоянном партнере. Когда девочка начинает жить половую жизнь, ищет партнера, у нее бывает несколько половых контактов, например, да, в этот период лучше защитить себя презервативами. Презервативы защищают не только, значит, от случайной беременности, они еще и защищают от инфекций, которые передаются половым путем. Меньше процент того, что женщина подхватит какую-то инфекцию. Сами понимаете, значит, отношения... хорошо человека мы еще пока не знаем. В жизни разные бывают ситуации. Хорошо, когда раньше я была в Советском Союзе. Да, в Советском Союзе что говорили? В Советском Союзе одна женщина стала, помните, программа такая была, и сказала, а в Советском Союзе секса нет. То есть, мы все с вами взрослые люди, грамотные люди, мы понимаем, что все равно человеческие отношения – это, конечно, определенные отношения, в том числе и сексуальные отношения. И если они построены правильно, это только счастье. Это счастье для партнеров, для тех, кто создает эту семью. Поэтому, значит, зная свой менструальный цикл, вы можете спланировать свою беременность. Значит, не только в плане беременности ответственность на себя берет женщина, но и берут на себя мужчины. Да? Потому что если они не хотят, чтобы... значит, не было ни случайной беременности, значит, у своей любимой, то они, конечно, должны предохраняться именно в середине менструального цикла. И, я знаю, что, например, обычно, я так думаю, как, прошедший определенный период советского воспитания, что, конечно, партнерские отношения, они должны идти после определенного какого-то периода знакомства, когда мы узнаем хорошо человека, значит, и думаем, что да, этот человек может стать отцом моих детей, например. Мы надеемся на это, например. И, значит, вступаем в определенные, значит, партнерские отношения. Я думаю, это правильно. И женщина, начинающая жить половой жизнью, она должна обязательно показаться врачу-акушер-гинекологу. У нас какой? У нас сейчас законы и стандарты есть. У мужчин то же самое. Значит, мы 1 раз в год должны проходить обязательный профилактический осмотр. Обязательный профилактический осмотр. Это и, значит, мужчины должны проходить профилактический осмотр, и женщины. Мы не любим с вами, да, мы с вами не любим чего? Гинекологического кресла не любим, и не любим стоматологического кресла, не любим профилактику ротовой полости. А почему мы это не любим? А потому что мы не знаем, что с нами делают. Да ведь?
Вот на кресло нас положили, и мы не знаем, что там с нами делают, мы не видим, например, да. И то же самое у стоматологов, то же самое, значит, при осмотре, когда, значит, мужчина осматривается урологом. Болезненная процедура, тоже как бы, ну, в смысле, боятся мужчины из-за того, что и поэтому она становится болезненной. А, значит, ну, в современных клиниках, в стоматологических кабинетах уже появились телеаппаратура, да, радио, видео, аппаратура, она снимает, и мы видим свою ротовую полость, и видим, что делает с нами врач. Лежим на кресле и видим. И у нас в акушерстве и в гинекологии сейчас есть такая процедура. Прежде чем молодую девочку положить на гинекологическое кресло, мы ей объясняем, да, что мы будем делать, да, вот что наложится. Вот, и для осмотра шейки матки, значит, используется влагалищное зеркало. Сейчас у нас эти зеркала одноразовые, они пластиковые, они по размерам, да, то есть малых, средних, больших размеров. И если женщина готова к осмотру, она лежит спокойно. И введение этого инструмента во влагалище совершенно безболезненно. Совершенно безболезненно. Вот если вы будете напряжены, и если вы будете дергаться на кресле, вам будет больно. А если вы будете расслаблены и знаете, что просто будет осмотр, да, шейки матки в зеркалах. Для чего это нужно? Сейчас у нас рак шейки матки, к сожалению, лидирует. Да, и смертность от рака шейки матки у нас, ну, на уровне развивающихся стран. Ну, такого не должно быть. Шейка матки, она видна глазом. Мы ее видим, акушеры-гинекологи. И любые, значит, предраковые состояния мы это видим, если женщина к нам придет вовремя. А если она придет в запущенном состоянии, по 2-3 года не приходит к врачу-акушер-гинекологу, конечно, это будет поздно. Понятно, да? То же самое, значит, у нас и с другими, значит, заболеваниями наружных половых органов у мужчин. То есть нужно вовремя показаться врачу для того, чтобы провести определенные исследования. И не только осматриваются, значит, органы, а берется материал на цитологическое исследование, как у мужчин, так и у женщин. Что такое цитологическое исследование? Цита, ну, это вот клетку смотрим мы, да, мы смотрим клетку, и если атипия в этой клетке, что такое атипия? Это рак. И есть какие-то, значит, симптомы предраковые, когда мы можем вовремя вмешаться и подлечить женщину, например, в этот период. И она может избежать рака в этот период. Это очень здорово. То есть я, значит, вот второй мой постулат, это, значит, после постулата прегравидарной подготовки, то есть женщина должна подойти до беременности. Второй мой постулат – это правильные профилактические осмотры женщины минимум 1 раз в год. И сейчас нам требуется обязательно ультразвуковое исследование. Мы живем с вами в 21 веке. Раньше, когда я начинала работать, мы все пальцами определяли. Размеры матки, размеры опухоли, например, да, вот. А сейчас нам помогают ультразвуковые исследования. И женщина 1 раз в год должна обязательно пройти ультразвуковое исследование органов малого таза. Почему? Потому что яичники мы не видим, мы их только пальпируем, когда они увеличатся. А когда они увеличатся, это уже поздно. Понятно, да? Поэтому мы должны обязательно произвести ультразвуковое исследование. То же самое, значит, проводится ультразвуковое исследование и органов малого таза у мужчин в обязательном порядке. Поэтому, значит, я вот, ну, как врач с опытом, с практическим, значит, стажем работы, просто я вот, ну, и как бы среди своих близких и родных я всегда говорю, мы должны обязательно, значит, минимум 1 раз в год быть у врача на приеме. Значит, женщину акушер-гинеколога, мужчины у уролога и провести ультразвуковое исследование и обязательно цитологическое исследование. Ну и самый оптимальный вот для женщин, самое оптимальное количество беременностей за период, значит, когда она находится в репродуктивном возрасте, самый рассвет женских сил у женщины – это 3 беременности, минимум 3 беременности должно быть у женщины. Это самый оптимальный, то есть 3 детей, самый оптимальный, самое небольшое количество детей в семье. У нас вот сейчас мы переживаем упадок, значит, упадок перестройки, тогда, когда резко упала рождаемость. И у нас сейчас мало молодых девушек. Почему? Потому что в 90-е годы рождаемость упала в 2 раза. Ну, понятно, зарплату нам не давали, да, а вот детей кормить не на чего было, и женщины ответили своим репродуктивным поведением. И они, значит, перестали
рожать в этот период. Сейчас, значит, правительство заинтересовано в том, чтобы нас рожало больше. Ну, вчера вот был прямой диалог с Путиным, да, и говорили о том, что, да, у нас демографическое, как бы, лучше мы стали жить, у нас количество, значит, родов становится чуть-чуть больше, но не перебивает убыль населения, рождаемость в целом по Российской Федерации. У нас в Республике Саха-Якутия мы живем с вами хорошо. У нас естественный прирост населения остается, то есть у нас рождаемость выше, чем смертность. А почему? Потому что в укладе якутской женщины, ну вот в смысле те, кто живет у нас в Якутии, у нас многодетность, да, то есть мы любим, когда в семье минимум, ну, 3 детей, особенно, значит, в сельской местности. Вот. И наши якутские женщины отвечают своим репродуктивным поведением. Они рожают 4-5 детей, и это совершенно правильно. И для того, чтобы, значит, мы с вами развивались, и Российская Федерация, и Республика Саха-Якутия, чтобы мы могли защищать свои границы, в первую очередь. Во вторую очередь, доставать свои полезные ископаемые, нам нужны руки, нам нужно население, нам нужно, чтобы был положительный естественный прирост. И женщина должна рожать. Вот семья создается мужчина, женщина, да ведь вдвоем они. Чтобы был естественный прирост населения, мы должны родить за себя, женщина должна родить за себя и должна родить за своего супруга, да, ну только, и получается, ну как бы то на то, да. А для прироста нужен еще 3-й ребенок, вы поняли, да? То есть вот как бы я пропагандирую, чтобы в семье было 3 детей. Но это не заботясь о политике и о демографии, значит, это я как акушер-гинеколог говорю, это самое оптимальное количество беременности для женского организма. Еще раз хочу сказать, во время беременности и лактации, когда женщина кормит грудью, организм отдыхает женщины. И есть те счастливые женщины, которые, значит, очень хорошо себя чувствуют во время беременности. Они расцветают во время беременности, ну, у них здоровье хорошее, вот, и им, значит, нравится вот, положение такое физиологическое, как беременность. Ну, это роды, это считается норма. Это у нас стала патология, а по идее это должна быть норма. И хочу сказать о возрасте. Самый оптимальный возраст для первых родов до 25 лет. Почему? Потому что женщина молодая, у нее нет грузоперенесенной инфекции. То есть той инфекции, которой вот мы болеем. Мы все равно все болеем. Нету такого большого груза. И самое главное, до 25 лет организм молодой, ткани эластичные, мышцы хорошие, сильные. Вот. И в родах это, конечно, имеет очень большое значение для вынашивания беременности и в родах. А вот женщина очень спокойно, хорошо рожает ребенка физиологически, все нормально, без всяких, значит, манипуляций со стороны врача-акушер-гинеколога. Сейчас тенденция во всем мире в 21 веке во время родов, значит, руки прочь от женщины, которая рожает. Она должна рожать сама. Вот. Значит, раньше мы стимулировали роды, обезболивали роды. Сейчас только по медицинским показаниям. Женщина должна все это сделать естественным образом, потому что это естество, это физиология, это норма. Почему говорят, бабий век короток? К сожалению, такое есть. Это уже медициной доказано, это генетикой доказано, что мы должны всех своих детей родить до 35 лет. А почему? А потому что клетки у жены, яйцеклетка, я вам говорила, да, которая, значит, участвует в оплодотворении, и клетка, мужская клетка, сперматозоид, да, оказывается, она тоже стареет. Она стареет, и после 35 лет она несет определенную информацию о перенесенных заболеваниях, да, о том, что переболели до 35 лет. Конечно, мы чем-то переболели, все равно болеем же, да, ведь. И эта любая инфекция, она сказывается на нашем организме. Вот. И поэтому после 35 лет мы проводим дополнительные, если женщина рожает после 35 лет, дополнительные скрининговые исследования на предмет врожденных пороков развития. После 35 лет процент врожденных пороков развития больше. Вот это запомните, пожалуйста. А почему? Потому что вредные привычки, можем выпить, можем выкурить лишнюю сигарету, например, а это все сказывается, значит, на наших клетках, которые несут ответственность за будущее наше поколение.
Ну и, конечно, генетика. Генетика, она все равно ее никуда не денешь. Ну и когда женщина выполнила свою репродуктивную функцию, родила минимум 3 детей, да, потом возникает такой спокойный период как бы у женщины. Этот период называется пременопауза, то есть вот, ну, как бы вот период, когда вот закончится менструация. Но если закончится менструация у женщины, это говорит о том, что у нее нет уже количества клеток, из которых зреет яйцеклетка, а это клетки молодости. Они вырабатывают гормоны эстрогены. Угу. И гормоны эстрогены ответственны за наш внешний вид. Потому что, оказывается, за тургор кожи, тургор – это как, в каком состоянии, да, кожа, вот, и за складчатость кожи несут, значит, определенную роль несут эстрогены, а у мужчин андрогены. Там немножко они отличаются по химической формуле, эти гормоны, вот, и от этого зависит, во-первых, ну и мужская стать от андрогенов, да, потенция зависит от андрогенов, а у женщин за это отвечают эстрогены. И вот когда в пременопаузу этих ooцитов становится меньше, соответственно, у женщины меньше эстрогенов. И у нее появляются первые морщины, появляется первая седина. Вот. И почему наши бабушки и дедушки становятся меньше ростом? Потому что у них уменьшается количество андрогенов у мужчин, а у женщин уменьшается количество эстрогенов. И поэтому кости становятся порозными, и позвоночник немножко проседает между собой. И поэтому, значит, пожилые люди теряют в росте. Да, и вот появляются патологические переломы. Вот вроде бы молодой человек там падает, прыгает, у него все нормально, все хорошо, у него ничего не ломается. Почему? Потому что у него много андрогенов. А в период, значит, когда, значит, старость приходит, эти андрогены уменьшаются, и, значит, вот прыгнул не так, сел не так, вот тебе, пожалуйста, значит, компрессионный перелом позвоночника. Да, и все. Ну, это определенные, значит, какие-то уже есть и, значит, проблемы, когда обращаешься к врачу и уже ограничен в активном образе жизни. И вот чтобы этого не было, наша современная медицина помогает женщинам и мужчинам дольше оставаться молодыми. Вот. Ну, я как врач не буду говорить о биологических добавках. Я их не люблю и не советую их употреблять. Почему? Потому что биологические добавки – это не лекарственные препараты. Они не проходят определенного, значит, исследования. А лекарственный препарат, он проходит определенный этап подготовки. Да? То есть его сначала на животных испробуют, потом уже на волонтерах, значит, этот препарат проверяют, и только потом в аптеке. Поэтому я буду говорить только о лечебных препаратах и о правильном питании. Ну, таблетка, она есть таблетка. Это все равно химический препарат, который мы употребляем с вами, значит, в организм. По идее, мы можем эту таблетку заменить правильным питанием. Оказывается, есть фитоэстрогенные и фитоандрогенные. Ну, это, наверное, вы знаете, да? Ну, все равно как-то, наверное, вот витамины вам, когда вы маленькие были, вам всегда говорили, кушай вот зеленое, кушай фрукты, кушай овощи, это витамины, да. А оказалось, что в этих, значит, вот в зелени у нас, да, вот в брокколи, например, да, в том же сельдерее, в той же петрушке, в зеленых, да, в наших как бы травах, которых у нас, к сожалению, мало в Якутии, много эстрогенов. И в бобовых, бобовые это что? Ну, это вот фасоль, да, это бобы, которые мы, к сожалению, не любим и очень мало включаем в свой рацион. Соевые продукты. Вот мы иногда ругаемся и говорим, вот соя, как бы там вот нам заменяет нам, значит, мясо соевыми продуктами. А соя на самом деле, она содержит определенное количество белок. Но это тоже, ну, как бы идентично мясу, да, вот, и самое главное, в соевом продукте содержатся фитоэстрогены. Ну и в морских продуктах у нас много фитоэстрогенов, морские продукты. И вы, наверное, замечали, что женщины, стран Азии, это Япония, да, это Китай, это вот, кто соевые продукты употребляет, это Корея, например, да, они очень хорошо выглядят, да, они вот, у них и кожа подтянутая, морщинки появляются позже, и они более активный образ жизни ведут, значит, в пожилом возрасте. А это связано с питанием. То есть мы можем себе, значит, улучшить качество жизни
в пожилом возрасте, поменяв рацион питания. Спокойно, это вполне возможно. Вот. Это соевые продукты, это зелень, которая у нас сейчас вот как раз началась и уже растет. Это вот укроп, петрушка, сельдерей, пожалуйста. Вот. Ну и оказывается пиво. Пиво-то из чего сделано? Хмель же, да, и там. И там, оказывается, много тоже этих фитоэстрогенов. И помните, значит, у мужчин, которые злоупотребляют пить пиво, у них что появляется? Животик, абдоминальное, женское ожирение, да, ведь? И появляется еще и гинекомастия, да, то есть увеличиваются молочные железы. А это связано с фитоэстрогенами, которые содержатся в пиве. Поэтому, молодые люди, знаете, злоупотреблять пивом, ну, это вот палка о двух концах тоже. А девушке можно хорошее пиво выпить. То есть вот правильное питание, когда мы убираем углеводы, и когда мы, значит, заменяем белковым питанием и зеленью, значит, и фруктами, овощами, мы можем улучшить качество своих эстрогенов в организме и отодвинуть старость. Отодвинуть старость. А если вы хотите, ну вот определенный возраст, у вас вот мамы, например, есть у молодых девушек, да, есть старшие сестры, например, у нас, да, вы можете им подсказать и сказать о том, что врач-акушер-гинеколог может им назначить заместительную гормональную терапию. Значит, мужчины это андролог назначает лечение, а женщинам назначает гинеколог. Мы живем с вами в 21 веке. Сейчас эти эстрогены, они у нас уже получены. Они в виде таблеток, у нас эти есть таблеточки. Мы их в акушерстве применяем для лечения каких-то осложнений в течение беременности. При, значит, нарушениях менструального цикла мы их назначаем. Да? А оказалось, что маленькие мини-дозы этих эстрогенов можно применять в качестве заместительной гормонотерапии женщинам после 40 лет и отодвинуть свою старость. А как француженки сохраняли свою, значит, молодость? Вот помните же, говорят, тут француженка в 45 рожает лет, чтобы продлить свою молодость. А почему они рожают 45 лет? Потому что в 9 месяцев у них не происходит затрат яйцеклеток. Она же не менструирует в этот период, и ооциты ее не используются. И она на 9 месяцев продлевает свою женскую жизнь. После родов она кормит ребенка минимум 1,5 года. Значит, еще на 1,5 года она продлевает свою женскую жизнь. Поняли, да? 1,5 года плюс 9 месяцев получается почти 3 года. Женщина менструирует, вот, чувствует себя молодой, желанной, вот, и она продлевает себе молодость. Ну а сейчас у нас, значит, еще раз хочу вам сказать о том, что нужно прийти на прием к врачу-акушер-гинекологу для того, чтобы вашим мамам, значит, ну, сестрам старшим назначили заместительную гормонотерапию. Ну, конечно, это не плацебо. Гормоны, любые гормоны – это показания, это противопоказания имеются, то есть не каждому это положено. И для того, чтобы назначить это лечение, нужно пройти минимум определенного исследования. Вот. Ну и любые гормоны, конечно, они несколько влияют на текучесть крови, сгущаемость крови влияет. Поэтому, конечно, те, у кого были инсульты, например, варикозное расширение вен, значит, нарушение, значит, со стороны сердца, то, конечно, это лечение будет противопоказано. Но врач-акушер-гинеколог вам посоветует другие виды заместительной терапии в этот период. Вот как бы по периодам жизни я прошлась, женщины, да, то есть вот период молодости, репродукции, период, значит, менопаузы, когда у женщины прекращается менструация, ну и период, конечно, тогда, когда у женщины уже далеко за 60 лет, вот, и в этот период все равно она может оставаться активной и приносить помощь своей семье. Ну, в каком плане? Тут уже внуки, вот, заниматься внуками, вот, и в этот период женщина должна обращаться к врачу-акушер-гинекологу уже 2 раза в год, то есть не 1 раз, и проводить, значит, исследования на онкологические какие-то заболевания. Это в обязательном порядке, потому что с возрастом риск онкологии у нас возрастает. А в развитых странах делают, значит, онкопоиск при помощи магнитно-резонансной томографии, МРТ. Вы же знаете, да, такое? Вот у нас это тоже есть сейчас в Якутске, но пока, к сожалению, это платно делается, только платно делается. Это магнитно-резонансная томография от макушки до пяток проводится. Онкопоиск. В каждом срезе, значит, осматриваются все органы и системы человека, который подвергается этому исследованию.
Значит, ну, в развитых странах это входит у них в страховку. То есть они вот после 60 лет в обязательном порядке производят такую процедуру и проводят, значит, МРТ-исследования. У нас можно сделать, но, к сожалению, это дорого для нас, я думаю, считаю, что, ну, и вот, ну, по показаниям, по полису ОМС, значит, вы имеете право провести магнитно-резонансную томографию органов малого таза, молочных желез. Женщина должна обязательно проходить после 45 лет тоже 1-2 раза в год. 1 раз в обязательном порядке, 2 второй раз это то по показаниям после осмотра врача-акушер-гинеколога. Ну, как врач, хочу сказать, что главное в сохранении здоровья в активной долголетии, именно в активном долголетии, это движение. Мы должны с вами двигаться. Обязательно, вот как наши дети прыгают, бегают, да, вот также мы должны с вами заниматься определенными физическими упражнениями. Это в обязательном порядке. Человек начинает стареть тогда, когда ограничивает свои физические нагрузки. Я не требую, там, чтобы вы занимались до определенных каких-то физических пределов, чтобы вам было там тяжело, трудно. Как вам приятно. Мы должны делать все так, кушать с вами должны, так, как нам приятно, заниматься физическими упражнениями так, как нам приятно. 20 минут утром пешком, вечером 20 минут пешком, например, да, вот, и определенный физический комплекс физических упражнений. Сейчас у нас информационных сайтов очень много. В любой сайт зайдите, и там есть те, значит, минимум упражнений, которые помогают женщине, значит, сохранять свою красоту на многие-многие года.